Здравствуйте, меня зовут Абизеев Ибрагим. По национальности я карачаевец. Почему я именно затронул то, что я карачаевец, чтобы ни у кого потом не возникло вопросов, что я отдаю какое-то национальное предпочтение кому-либо. Я наткнулся на видео, которое не смог проигнорировать. Для меня эта тема очень на самом деле болезненна, так же как и для многих народов Северного Кавказа. На этом видео будет Артемий Лебедев, и как он высказывается о черкесах и о демонтаже памятников в Краснодарском крае. На видео слишком много мата, поэтому я запикал, но вы во всяком случае уберите детей от экрана. В Сочи по требованию черкесов снесли памятник подвигу русских солдат. Это довольно любопытная новость, потому что, оказывается, какие-то черкесы насмотрелись телека, увидели, как в Америке крошечная группа людей может истеблишмент и вообще все основы жизни, и решили, что они тоже не лыком шиты. Недавно, буквально 2 недели назад, был открыт даже не то, что памятник, там просто был изображен макет форта Святого Духа, который стоял 200 лет назад на этом месте и который сыграл важную роль в освоении, русскими солдатами Кавказа. И этого форта, естественно, давно нет, и все события давно прошли, просто на этом месте просто памятный знак, действительно форт стоял, действительно историческое событие. И вдруг какие-то черкесы вышли и сказали: ребята, вы ставите памятник тому, что русский солдат ебал кавказца и ебал горца. А Кавказ — это нехорошо, поэтому, соответственно, уберите, пожалуйста, эту отсюда. И абсолютно непонятно, за каким хером адлерская власть взяла и этот памятник демонтировала. То есть это абсолютный позорнейший, просто абсолютно позорнейшая капитуляция и абсолютное, в общем, начало, вот это прямо ящик Пандоры, я прям вижу, как он открывается, и как местные всякие национализмы под соусом того, что как вы смеете рассказывать, что, когда-то вы нашего прапрапрадеда и ставите теперь этому памятник. Теперь, соответственно, пожалуйста, этого не делайте. Потому что это ровно то самое умаление исторической памяти, которое только что было подписано и принято в качестве одной из поправок в Конституцию. То есть вроде как нам говорят, что нельзя забывать о том, что было в истории, а тут нам говорят, что нет, знаете, мало ли что там у вас было в истории. История вообще такая мутная, и там все занимались абсолютно непотребными делами. Поскольку нельзя этого делать сейчас, то, соответственно, нельзя этого было делать и 200 лет назад. Поэтому все, что напоминает о том, что было 200 лет назад, сегодня, пожалуйста, тоже стирайте. Вообще не смейте об этом напоминать. Короче, это абсолютно пиздец, и понятно, что какой-то 1% жителей Адлера, которые представляют собой эти черкесы, которые, вышли и что-то заявили, просто надо сказать: ребят, вас вообще просто забыли спросить. Это наша историческая память, здесь стоял наш форт, для нас это важно, идите. Это был бы абсолютно нормальный, правильный ответ. Вместо этого трусливо снесли памятник и поджали хвост. Потому что мы должны просто сидеть и слушать, как 1% каких-то нацменьшинств говорят нам, как теперь жить. Если кто-то не понимает, то речь идет не только о черкесах, а речь идет о всех адыгских народах. Для тех, кто далек от истории Северного Кавказа, я вам хочу сказать следующее. Это приблизительно то же самое, что перед вашими окнами поставить памятник Гитлеру. Я ни в коем случае не сравниваю Российскую империю и Гитлера. Это абсолютно две разные вещи. Просто чтобы вы понимали, какой урон получил адыгский черкесский народ. Черкесы, адыги, кабардинцы, абазины и многие другие представители этноса, который называется адыга, если я правильно произношу это слово, потерпели огромные убытки, и некоторые их народы просто-напросто исчезли с земного шара в результате этой войны. К примеру, черкесы до сих пор не едят рыбу с Черного моря, потому что их там топили, когда они переправлялись в Турцию. То есть им дали коридор, а когда они выходили по коридору, их утопили. Чтобы дать еще более четкую картину, адыгских народов на Кавказе живет в 4 раза меньше, чем за ее пределами. И черкесы, в свою очередь, просили убрать этот памятник, хотя там от памятника-то вот такой вот кусочек-то был на самом-то деле. Если посмотреть на другие обороты, которые он себе позволяет, давайте я включу, потому что я повторять это даже не хочу. Русский солдат ебал кавказца и ебал горца. А Кавказ — это нехорошо, поэтому, соответственно, уберите, пожалуйста, эту отсюда. И тут мы не можем уже сказать, что человек просто не понимая говорит. Давайте, чтобы этот момент осознали все, представьте себе такую ситуацию. Я подойду к какому-нибудь русскому и скажу: мы там вас на Кавказе с вами делали то-то, то-то. Естественно, после этого мне покрутят у виска, скажут, что я больной человек. Это в лучшем случае. А так справедливо ударят по голове после этого. Это уголовно наказуемое. В принципе, его это не коснется. Это понятное дело, никакое уголовное наказание его не коснется.
После того, как черкесы присоединились в состав Российской империи, они воевали за это государство на всех войнах, которые было в Российской империи, Советском Союзе и современной России. Огромное количество героев Советского Союза. Этот народ себя показал храбрыми, доблестными воинами. И самое грустное в этой всей ситуации, то, что я читал комментарии под этим видео, и многие с ним даже согласны, то есть определенная часть людей согласна с таким поведением. И это показывает определенный уровень, а этого быть не должно. Кстати, если у кого-то есть знакомый адык, кабардинец, адыгеец, черкес, абазин, отправьте ему это видео тоже, чтобы они видели, что мы с ними солидарны в этом. И под конец, наверное, нужно объяснить, зачем я снял это видео. Во-первых, меня лично самого это задело. Во-вторых, если сегодняшний день публичная личность, один из самых знаменитых дизайнеров России на всю страну, может заявлять сегодня такое, если, то завтра будет еще хуже. Завтрашний день могут про мой народ, так сказать, про твой народ, так сказать, вне зависимости, русский ты человек или не русский. Этого в любом случае нельзя позволять никому ни с одной и ни с другой стороны. Это вторая причина. И третье, самое важное, это прямой показатель того, что человек может иметь высшее образование, он может иметь положение в обществе, он может иметь много денег, иметь другие блага этой жизни, казаться хорошим человеком, но никогда не избавиться от рабского мышления. Объясню почему, и это лично мое мнение, и не надо на него ссылаться как на последнюю инстанцию. Свобода, в моем понимании, это выбор. И она в любом случае сопряжена с ответственностью. Она всегда идет параллельно ответственности. То есть всегда ты отвечаешь за свой выбор. Будь это действие, будь это слова. Ответственности нет только у раба. Он ни за что не отвечает. То есть обычный раб, он ни за что не отвечает. Ему сказали, иди выкопай яму. Он пошел и выкопал эту яму. То есть у него нет выбора и нет ответственности. А исходя из того, что я слышал от этого человека в этом видео, я для себя прекрасно понимаю, что этот человек даже не осознает, какую ответственность он на себя берет, говоря это все. Я не хочу его оскорблять, но в моем понимании это рабское поведение. По-другому я это назвать не могу, лично для себя. Листая прошлое, как книгу, мечту возносим на небес. Сама название, а ты меня название.